Юноармейцы в роли почетного караула, горожане в качестве гостей. Вспоминают сегодня всех, кто сложил жизни на полях сражений. Монумент высотой около 3 метров. Это скульптура солдата, в руках которого легендарный ППШ и каска. Право торжественно открыть памятник предоставили председателю Совета депутатов Малгобека Усману Евлоеву и руководителю Комитета по делам молодежи Ингушетии Анзору Мархиеву. Все, кто изучает, все, кто знает историю Великой Отечественной войны, они знают, что именно Малгобек стал тем рубежом, дальше которого фашисты не смогли пройти. То есть в битве за Кавказ решающую роль сыграл именно наш город. И наши люди, которые здесь проливали кровь, и солдаты, которые приезжали сюда со всей страны. И поэтому, когда мы говорим о том, что нужно заниматься историей, нужно заниматься поисковыми работами, мы это делаем и для того, чтобы отдать дань уважения этим людям, и для того, чтобы в будущем наши потомки, люди, которые будут после нас, они знали не только историю, но они знали и значимость самих себя. Если мы сегодня не будем напоминать им об этом, если мы не будем эту роль, которую сыграли действительно и ингуши, и все, кто приезжал сюда к нам и стояли на этих рубежах в Малгобеке, то сама значимость и войны, и всех этих событий, она будет утеряна. Памятник героям построен в рамках федеральной целевой программы увековечивания памяти погибших защитников Отечества. А таких при обороне Малгобека по разным цифрам было до 120 тысяч. Монумент установлен на том месте, где проходили самые кровопролитные сражения в 1942 году. Рядом с памятником могилы неизвестных солдат. Здесь покоятся около 70 безымянных воинов. Здесь мы проводим все эти перезахоронения. И поэтому мы решили здесь поставить этот памятник, отдавая дань тем защитникам нашего города. У юноармейца Ислама Ахриева сегодня, так сказать, профессиональный дебют. Присягу юнармии он принес 2 недели назад. И сейчас в составе почетного караула на торжественном мероприятии. Волнуется, но с поставленной задачей справился. Открытие памятника для меня – это честь, так как сегодня День Героев Отечества, и я сам новобранец, и мне очень приятно так участвовать здесь. Не так, здесь есть люди поопытнее меня, юноармейцы, и среди них я тоже себя чувствую гордо. Открытием памятника чествования Героев Отечества в Малгобеке не завершается. Сразу после еще одно важное событие для горожан. Отныне Малгобекская улица будет носить имя Героя Советского Союза летчика Валентина Эмирова. В годы Второй мировой капитан Эмиров был командиром авиаполка истребителей. Принимал участие в воздушных баталиях в небе над Малгобеком. Это дань уважения подвигу человека, который положил свою жизнь, можно сказать, самое ценное, самое дорогое, что у него было, он положил на алтарь победы и защищая именно наши земли. С предложением присвоить одной из улиц Малгобека имя легендарного летчика-защитника Малгобека выступили представители регионального отделения ОНФ в рамках патриотического проекта «Улица Героя» по всей стране. Власти республики предложение поддержали, благодаря чему и состоялось открытие. Каждый герой, которого мы с вами чтим, почитаем, это мы подаем пример подрастающему поколению. Мы воспитываем в них гордость, любовь к родине. Вот эти те качества, которые должны по жизни пройти с нашими молодыми детками. Хочу поблагодарить город Малгобек, администрацию, а также городской совет за то, что поддержали нашу инициативу. И именно сегодня у нас проходит такое торжественное событие. Герой Советского Союза Валентин Эмиров во время Второй мировой совершил около 170 боевых вылетов. В воздушных боях лично сбил 7 самолетов противника. В сентябре 1942-го в окрестностях Малгобека вступил в бой с 6 вражескими истребителями. Сбил один из них и сам был подбит. Не имея возможности продолжать бой, горящим самолетом пошел на таран врага и уничтожил его, но и сам погиб. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24.